Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я рада представить гостя, который присоединился к нашему ефіру. Це пан Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. Пане Олександре, вітаю вас. Селям алейкум. Витаю. Пане Александра, я предлагаю начать нашу беседу с последней ситуации на фронте. Как известно, российские оккупанты, интервенты продолжают давить на Бахмут с севера, с юга и с восточной части. Там украинские военные оказывают героическое сопротивление российскому оккупанту. Наступают также не просто обычные российские военные, а также и вагнеровцы именно в той части, насколько я понимаю. Вот по вашим наблюдениям, насколько сейчас там сложная ситуация? Там никогда не была ситуация простой на самом деле. Она вот уже, скажу так, 9-й месяц, по сути. Это 9-й месяц. Бахмутский плацдарм – это достаточно сложное место. И сейчас мы можем отметить следующие моменты. С юга и востока давление не настолько интенсивное, как, например, с севера. Мгм. Это обусловлено тем, что российские оккупанты после того, как они на севере вышли на трассу М-03, они увидели в этом какую-то возможность, окно возможностей, я бы даже так сказал, и передислоцировали часть своих подразделений с южного направления, с даже восточного направления на северное. То есть они сейчас пытаются давить, во-первых, с севера на северные локации самого города, пытаются зайти в город по 05-013 дороге. Они пытаются при этом с района Перхивки и Ягодного выдвигаться в направлении Хромово-Часов-Яр. Почему? Потому что через Хромово-Часов-Яр идет как раз дорога 05-06, которая является западной логистической артерией для Бахмута. Мгм. И тут, в принципе, если мы говорим в целом о городе, особенно в последние дни обострилось очень много дискуссий, там, споров относительно того, нужно ли оставлять Бахмут, не нужно ли. Ну, то есть то же самое, что я слышал фактически в 2022 году постоянно и так далее. То есть ничего нового. Если говорить, нужно или не нужно, то следует понять одну простую вещь. Полностью всей информацией о происходящем и оперативной обстановкой и не только владеет именно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Именно он принимает решение, нужно отводить, не нужно отводить, а не эксперты, там, блогеры и прочее. Это в первую очередь. Мгм. А во вторую, если с позиции вот исключительно диванного эксперта, назовем это так, то, на мой взгляд, на сегодняшний день предпосылок для отвода нет. Почему именно нет? Потому что оборона держится достаточно плотная и эффективная. Россияне уже испытывают самые разные там ухищрения, самые разные там тактические хода, чтобы выйти либо на сам город, либо в сам город войти, и чтобы развернулись полномасштабные городские бои, либо чтобы перерезать одну из логистических артерий. Но у них это не получается. То есть до тех пор, пока логистика работает, работает и оборона. Как только не работает логистика, то не работает и оборона. Но при Логистика этом, обеспечивает, да. логистика обеспечивается сейчас основными трассами. Это 0514 и 05-6 через Хромово-Часов-Яр и через Ивановское. И тут интересен вот какой момент. Если мы говорим о 05-04, это трасса с Ивановского на Ступочки, опять-таки, которая ведет на Константиновку. Ее пытались российские оккупанты еще месяц назад перерезать. Мгм. Они как именно пытались? После захвата Клещеевки они выдвинулись в направлении Ивановского, но от Клещеевки на Ивановское там 4 километра полей. 4 километра по чистому полю. И они где-то на середине этих полей попросту увязли и не могут продвигаться далее к 0,5-0,4. Такая же самая ситуация их ждет в отношении 0,5-0,6 Берехиевка-Ягодная.
когда они будут выдвигаться, они уже выдвинулись. И аналогичная ситуация. Почти 4 километра им необходимо преодолеть по чистому полю. И тут играет тот фактор, которого нам так сильно не хватало в свое время. В районе Бахмута нам очень сильно не хватало артиллерии и минометов. Но сейчас россияне суживают фронт наступления и своего движения, и того количества артиллерии и минометных подразделений, которые имеются в наличии в районе Бахмута, их, конечно же, по-прежнему недостаточно, но по узкому фронту наступления они могут более эффективно отрабатывать. И таким образом россияне могут в направлении 0,5-0,6 увязнуть точно так же, как в направлении 0,5-0,4. То есть даже не дойдя до половины к этой трассе. Поэтому пока нет физического перерезания логистики, говорить о выводе, точнее не то чтобы нет физического перерезания, пока нет серьезной критической угрозы, для следствием которой может стать именно перерезание логистики, вывод защитников из Бахмута нецелесообразен, ведь он сможет достаточно эффективно продолжать выполнять свою роль. А пане Олександре, расскажите нашей аудитории, в чем стратегическая важность защиты Бахмута. Так или иначе, мы понимаем, что это сейчас самая горячая, одна из самых горячих точек на фронте. Так или иначе, мы теряем там огромное количество ресурсов и в первую очередь человеческий ресурс. Какая все-таки стратегическая важность этого города? То есть, что будет, если российским оккупантам удастся его захватить? Можем ли мы говорить о том, что таким образом они выйдут на административные границы Донецкой области? Нет, они не выйдут на административные границы Донецкой области. Мгм. Если они захватят, например, Бахмут, то следующим Бахмутом будет Часов Яр Мгм. для них. После Часова Яра это будет Константиновка или Миколаевка, в зависимости от того, сколько им хватит ресурса. То есть каждый вот такой вот населенный пункт среднего размера, он для них неприступная крепость. Мгм. В зависимости от того, куда они будут двигаться дальше. Если они будут двигаться в юго-западном направлении, то их ждет целая череда вот таких вот крепостей, вот таких вот бахмутов. Если они начнут двигаться в северо-западном направлении, то их ожидает десятки километров чистого поля с линиями обороны, которые необходимо будет пробивать. А потом это Славянск. Ну, в целом, я не вижу вообще какой-либо перспективы для российских оккупантов выхода к административным границам Донецкой области. Вообще. Они не достигнут этой цели. У них не хватает для этого ресурса, и у них нет для этого возможности. С учетом того, какие там линии обороны и что из себя представляет каждый населенный пункт, каждое село, каждый город по степени укрепленности. А Бахмут, он отыгрывает роль, в первую очередь, вытягивающего, колоссальный, стягивающего на себя колоссальный ресурс российских оккупационных войск. Тот Мгм. самый ресурс, который мог бы быть использован по совершенно другому направлению. Ведь сейчас на Бахмутском плацдарме сосредоточено в передовой линии и в резерве, ну, по сути, более 30 батальона тактических групп российских оккупантов. Более Мгм. 30 БТГР. Если бы они не были сосредоточены сейчас здесь, где бы они могли бы находиться? Ну, например, в Запорожской области. И этот ресурс сейчас бы вполне бы мог находиться у административной границы города Запорожье. И они бы штурмовали Запорожье. Или они могли бы быть перекинуты на территорию Российской Федерации и развернуть наступление на Харьков 2:0. То есть вот какую роль выполняет Бахмут. Он, Мгм. как мясорубка, перемалывает их ресурсы. Ну, например, куда ЧВК «Вагнер» подевался? Да. А где сейчас ЧВК «Вагнер», собственно? Что с ними случилось? Вот, кстати, я про А, это и хотела вас спросить. Совсем недавно в своем интервью начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сказал, что в активных боевых действиях сейчас участвует порядка 10 тысяч вагнеровцев. Действительно, где они, чем они отличаются от мобилизованных российских военных и какова их мотивация, на ваш взгляд? ну, на сегодняшний день уже меньше 10 тысяч. Мгм. Скажем так, вагнеровцев вообще следует разделять на несколько групп, чтобы вообще понимать, что это сейчас что из себя представляет эта структура сейчас. Первая, наиболее профессиональная группа находится за пределами России, но не в Украине.
Это наемники ЧВК «Вагнер», которые находятся в Африке, Ливия, Мозамбик, Центральноафриканская республика, Эритрея, Мали и так далее, Мгм. которые там находятся, удерживая, ну, фактически эти страны как бы в заложниках, поддерживая те военные режимы, которые там существуют. Ну, например, в Ливии они являются частью ливийской национальной армии военного преступника Халифа Хафтара. Да. А, аналогичные в других, в Центральноафриканской республике и так далее. А, им там намного безопаснее, чем в Украине, но их оттуда вот даже никто и не будет стягивать. А почему? Потому что очень важно для России сохранять вот это вот присутствие за пределами в Африке. Аналогично в Сирии, в Венесуэле и в некоторых других местах на планете Земля присутствуют вот эти вот наемники для поддержания вот этого авторитета России в поддержании союзных авторитарных режимов. Вторая категория это те ЧВКшники, которые остались в России, которые принимали участие в боевых действиях в Украине. Многие из них, конечно же, погибли, но именно профессиональная часть. И они занимались последние полгода тем, что готовили, давали базовые какие-то, базовую подготовку зэкам, которые являются уже третьей категорией ЧВК. Их даже и ЧВК нельзя назвать наемниками, не просто зэки, просто мясо. И вот эта вторая категория, они находились либо на территории России, либо на территории Беларуси. На территории Беларуси они занимались подготовкой белорусов, которые желали вступать в ЧВК «Вагнер», либо в РОВ, имея паспорт России, опять-таки, а также отчасти помогали, подготавливая частично мобилизированных, которые сейчас на полигонах в Беларуси проходят тоже подготовку. На территории Беларуси где-то около 150 вообще ЧВКшников находится Вагнер, 150 вагнеровцев. Мгм. Так вот, зэки это как раз третья категория, которую пустили под нож, отправили в мясорубку, но сейчас их компенсировать уже нет возможности, потому что Пригожин утратил монополию по вербовке их в исправительных колониях. А что теперь делать, что остается? А остались сейчас именно те условно профессиональные вагнеровцы, которые до этого были в России, были в Беларуси. А если были на территории Украины, то были на второй или третьей линии, присматривали за зэками. А сейчас они находятся в совсем другой ситуации. Они уже не могут присматривать за зэками, потому что на Бахмутском плацдарме всем рулят регуляры. Регулярные войска, десантура, то есть Министерство обороны. А Министерство обороны использует вот этот более-менее профессиональный качественный ресурс ЧВК «Вагнер» точно так же, как зэков. Отправляют в первую линию. И таким образом их количество с каждым разом все уменьшается и уменьшается. То есть тут следует понимать, что по сути происходит сейчас в Украине утилизация ЧВК «Вагнер». Их становится все меньше и меньше, компенсировать потери они не могут своевременно. Желающих вступать в ЧВК «Вагнер» недостаточно для компенсации тех потерь, которые они регулярно несут. И у них сейчас вот такая вот дилемма с людским ресурсом. Ну и Евгений Пригожин рвет последние волосы на голове или там, где он еще вообще может их То рвать. есть можем ли мы сказать, что вот этот спор между Евгением Пригожиным и Министерством обороны России, он практически нивелирован? Он продолжается. Мгм. Евгений Пригожин и Министерство обороны Российской Федерации не продолжают между собой конфликтовать. Этому конфликту, ну, скажем так, этому конфликту будет положен конец, когда одна из сторон сдастся. Или Сергей Шойгу с Герасимовым, или Евгений Пригожин. Но, судя по всему, нивелировать самого Евгения Пригожина намного проще, чем дождаться, когда Шойгу-Герасимов в тандеме признают какую-либо неправоту и пойдут на уступки к Евгению Пригожину. Ну, кто такой вообще Евгений Мгм. Пригожин, если уже на то пошло? Ну, По поэтому, сравнению пане с... Олександре, я и хотела спросить, может, это какой-то утопический даже вопрос, но все же интересно, несет ли вообще Евгений Пригожин и его ЧВК «Вагнер» какую-то угрозу высшеполитическому руководству РФ, непосредственно Министерству обороны Шойгу и Герасимову, дальше Путину, потому что за Евгения Пригожина, кстати,
кстати, все чаще и чаще начинают вступать на его сторону другие российские опричники, оккупанты. Вот совсем недавно, кстати, псевдоглава Крыма, оккупационного правительства Сергей Аксенов вступился на сторону Евгения Пригожина, и в отличие там от Пригожина просто каких-то комментариев и критики в отношении Герасимова и Шойгу, он переступил вообще на следующий левел, он начал им угрожать за то, что те провалили так называемую спецоперацию и должны нести за это некую уголовную ответственность. То есть решил таким образом, может, выслужиться перед Евгением Пригожиным, непонятно, но тем не менее. Аксенов при этом был присутствующим во время недавнего спича Путина перед своими прихлебателями. Насколько мне известно, он приглашение не получил и не Не было, да. Но присутствовал. я его не видела там, по крайней мере. Вот, опальная персона становится, но в принципе он опальным становился и намного раньше, еще со времен скандалов с разного рода ялтинскими мероприятиями, там, Мгм. экономическими форумами и так далее, куда он запускал свою руку. А делать этого было нельзя. То есть есть место, в котором ты можешь деребанить, а есть место, где мы, столичные, деребаним. Собственно, Аксенов, он уже, скажем так, давно приближается к статусу отработанного материала. Но пока, а особенно сейчас, что-либо менять, в том числе на временно оккупированном полуострове Крым, действующий военно-политический режим России не будет. Потому что такова вообще стратегия Путина как таковая, не признавать ошибок и не менять за ошибки. А Аксенова, если убирать, то убирать так, чтобы о нем не было слышно. А если его убирать по стратегии Путина, то ему нужно дать какую-то другую должность. Ну, например, Суровикин. Провалил Мгм. все, что только можно было провалить. Чем все закончилось? Получил зама командующего российскими оккупационными войсками в Украине. То есть стал замом Герасимова. Хотя этой должности не было до вот этой вот рокировки командующих. А сейчас он теперь еще и отвечает за ПВО. Вообще он очень интересно, Суровикина поставили отвечающим за противовоздушную оборону. Его поставили как раз тогда, когда противовоздушная оборона демонстрирует полную свою несостоятельность. Постоянно в воздушном пространстве России что-то летает и какие-то объекты взрываются. То есть такое впечатление, что Суровикина постоянно подставляют такими действиями. Мгм. Но это уже как бы автоп. А вот что до Аксенова, то на сегодняшний день его как бы и трогать не будут, но это человек, который приближается вот именно к статусу отработанного материала. И если говорить о поддержке Пригожина, многие в Пригожине видят какую-то перспективу, но там перспективы на самом деле абсолютно никакой нет. Поскольку вот силовые элиты, особенно приближенные к Путину и так далее, но они прекрасно чувствуют настроение верховного главнокомандующего и не понимают, что верховный главнокомандующий недоволен действиями Пригожина. Ведь не зря Пригожин потерял монополию на Бахмутском плацдарме, монополию ведения боевых действий. Ведь не зря он получил, точнее, не зря он потерял монополию вербовки в исправительных колониях зэков. И ведь не зря его сейчас всячески пытаются вырезать из общеинформационного потока в России. То есть на что он может рассчитывать, это только на свои информационные площадки, только через них раскручивается, а не через площадки федерального уровня, которые буквально полгода назад только на него все и молились. Вот она разница. Мгм. Пригожина отодвигают все дальше и дальше от вообще какой-либо перспективы развиться в что-то большее, чем просто в человека, который вполне серьезно говорит, что у них есть все шансы выйти до Ла-Манша. Мгм. Честно говоря, он, или то, что 10 миллионов американцев готовы вступить в ЧВК Вагнер. Ну хорошо, 10 миллионов американцев готовы вступить в ЧВК Вагнер. Где они? Если вам уже не хватает людей, чтобы проводить штурмовые операции в районе Бах. Человек, являющийся балаболом, получает поддержку других отработанных материалов. То есть Мгм. формируется такая себе, скажем так, коалиция сбитых летчиков, назовем это так.
Ну вот, продолжая тему Крыма, кстати, и обсуждая там последние заявления Сергея Аксенова, который говорил, что мы готовы там защищать Крым, Крым это неприступная крепость, ее невозможно захватить и так далее. При этом они в различных частях оккупированного полуострова продолжают рыть траншеи, строить фортификационные сооружения непосредственно в окрестностях Севастополя, Ахьяра, непосредственно на северной части полуострова, где, кстати, по данным местных жителей, увеличилось количество российских военных, которые там по ночам синими пьяными ходят, гуляют и жалуются на то, что не хотят идти на войну. То есть можно ли говорить о том, что Крым уже готовится к обороне российскими оккупантами? Да, в принципе, можно об этом говорить, хотя, конечно же, это немного, скажем так, с их позиции глуповато, я бы даже так сказал, это глупо. А, Но они мыслят советскими стереотипами. То есть, если нужно готовиться к обороне, то нужно рыть окопы. Но в какой-то степени это да, конечно, это правильно. Чем же еще солдат занять, как не пьянкой, так рытьем окопов? Ну, пусть лучше окопы уже роют, но все равно после рытья окопов они напиваются. Но Мгм. в целом-то это абсолютно бессмысленно, потому что если бы российское командование занималось действительно какой-то глубокой аналитикой, или у них была возможность проводить глубокую аналитику в отношении возможных сценариев по деоккупации полуострова Крым, то они бы всей этой рефлексией вообще бы не занимались. А насчет того, что они занимают сейчас позиции, да, в районе села Степовое, например, там сейчас большое количество скопления техники отмечается, там даже размещен дивизион ОТРК «Искандер», возводят дополнительные фортификационные сооружения. А, И понятно, что для чего это делается. Это делается для того, чтобы данные подразделения, они занимались тыловым контролем трассы Е105. Основная же роль по контролю за трассой будет отведена группировке, которая сейчас размещена в районе Медведевки, где ну, под прикрытием средств ПВО размещено где-то примерно 5 батальонов тактических групп противника. В целом, если оценивать их северную группировку, оборону, то Медведевка, Джанкой, Армянск – это где-то до 20 батальонов тактических групп, и они, возможно, будут даже их увеличивать, в том числе, не исключаю, что и за счет запорожской группировки, которая будет так или иначе, но со временем отступать из Запорожья, бежать из Запорожской области. И вот эта вся рефлексия, она выглядит, ну, как-то чрезмерно натянутой, потому как, теряя, по сути, материковый юг, российские оккупанты оказываются на полуострове Крым в капкане. Это для Мгм. них капкан. Ну, это фактически как остров Змеиный, только полуостров. И немножко больше, так совсем чуть-чуть по площади. А сценарий будет точно такой же. Например, выход к Азовскому морю позволяет вооруженным силам Украины с Бердянска и Геническа осуществлять достаточно эффектное прицельное попадание по Крымскому мосту. И Крымский мост в очень краткосрочной такой достаточно перспективе становится нетранспортабельным. Он не сможет выполнять свои функции. То есть единственная логистическая артерия будет перерезана так или иначе. Далее давление на любые возможности морской связи. То есть использование, например, морских дронов как вариант для патрулирования Азовско-Черноморской акватории и нанесения соответствующих повреждений соответствующим кораблям российской Черноморской флотилии. Следующий этап – это с выходом к административной границе полуострова Крым. Это никакой не заход в Крым, а это Мгм. регулярное нанесение огневых ударов по объектам российской оккупационной инфраструктуры военной. Там склады с боеприпасами, войсковые части. То есть эти э, удары, они могут осуществляться, в принципе, с материковой части Украины, когда будут деоккупированы Херсонские и Запорожские области. Я правильно понимаю? Просто Да, действительно левобережная очень много. Херсонщина. Да. Пан Александр, действительно, у нас с Крыма в редакцию поступает огромное количество вопросов от местных жителей полуострова, как могут там разворачиваться события. До этого говорили, что Крым
будет деоккупирована исключительно политико-дипломатическим путем, но сейчас Ой, это нарративы было давно. изменились. Да, это было Это очень было до давно, и двадцать сейчас, в второго года. принципе, оно не несет такую актуальность, которую несла до 24 февраля 2022 года. И многие спрашивают, а как это может развиваться на полуострове, даже гипотетически? Ведь Крым видел не одну войну со времен Крымского ханства и видел не одну оккупацию по 2014 год. И как может осуществляться военная деоккупация полуострова? Ну, ответ прост. Посмотрите, как освобождался остров Змеиный и Мгм. правобережная Херсонщина. С отличием в том, что правобережная Херсонщина, там все-таки были этапы продвижения вооруженных сил Украины. Поэтапно, по мере того, как под давлением, постоянным огневым давлением, продвигались ВСУ и занимали новый плацдарм. Поэтому освобождение было по несколько этапов. И когда уже попросту было уже понятно российскому командованию, что удержание там группировки ну, нецелесообразно, оно несоизмеримо с теми потерями, которые они несут, несоизмеримо ее там сохранением. И они начали ее выводить спешно. И аналогично будет с Крымом. Только с Крымом все будет намного сложнее именно для оккупантов по бегству оттуда. Мгм. Я даже себе представляю. Я даже себе представляю такую, хотя оккупантам могу предложить тоже это как вариант. Вплавь? А, Вплавь нет, не совсем. Пока будет доступен мост, пускай воспользуются мостом и просто свалят оттуда. Мгм. Поскольку, ну вот, нет моста, нет морского сообщения, потому как любой объект в Азовском море, в Черном море, он будет в зоне риска. Дроны-то морские, они никуда не делись. Вот, они-то какой-то непонятной третьей стороны, Атлантиды, наверное. Они-то ведь продолжают где-то накапливаться на каких-то складах. И они будут играть важную роль уже в контроле именно морских рубежей. Кроме того, не забываем противокорабельные ракетные комплексы «Нептун» и «Гарпун», которые тоже нивелируют надводную составляющую. То есть это полная изоляция. А как в полной изоляции может функционировать группировка, которая постоянно требует материально-технического обеспечения? Постоянно. А Просто привожу пример. Сейчас вот в Запорожской области та группировка, которая размещена, она на первый взгляд, ну, вроде бы как не демонстрирует какой-то проблематики с обеспечением системы управления, системы обеспечения передовыми подразделениями. Но это потому, что она находится в состоянии статичности, она в состоянии покоя. Мгм. А в свою очередь, опять-таки, все обеспечение это Крымский мост. Это железная дорога, которая в реверсивном формате сейчас работает. Это реверс. И он неполноценно, опять-таки, работает. Ну и транзит – это через полуостров Крым. Но как только запорожская группировка оккупантов переходит в наступление или в активную оборону, сразу в несколько раз возрастают потребности в материально-техническом обеспечении. Это опять-таки горюче-смазочные материалы, боекомплект, боеприпасы, силы и средства, замена, компенсация потерь, восстановление боеспособности подразделений. Это колоссальная нагрузка на вот эту вот дефективную, реверсивную колею всего-навсего туда и обратно, которая работает. Мгм. И она не будет справляться, то есть не будет достаточного МТО. А когда ты находишься в полной изоляции, так и еще и под постоянным давлением, ты не можешь никак восстанавливать свою боеспособность. То есть, по сути, каждый день боеспособность российских оккупационных войск при таком сценарии будет уменьшаться, причем в геометрической прогрессии. И в какой-то момент они попросту не смогут держать оборону. Ну и зачем им их окопы, если в этих окопах, ну, грубо говоря, ну, некому будет попросту сидеть. Мгм. А скажите, какие это несет или, возможно, может нести риски для местного населения, потому что оно ведь также окажется в изоляции и не сможет покинуть в случае чего полуостров? Да, в этом есть определенная проблематика, поэтому я бы рекомендовал местному населению все-таки постепенно готовиться именно к такому затяжному периоду, Мгм. изоляционному периоду. В какой-то момент будут возникать соответствующие проблемы с водой, с электроэнергией, с продуктами питания.
будет возникать определенный дефицит, рост цены и так далее. Поэтому заранее можно к этому готовиться постепенно, не создавая ажиотажа. Но тот, кто ждет вооруженные силы Украины, может заготавливать уже запасы прямо сейчас. Кроме того, следует понимать еще одну очень важную вещь. Когда начнется выполняться именно этот сценарий, резко возрастет действие репрессивной машины. Поэтому тоже нужно быть максимально осторожными, преждевременно ничему не радоваться, никаким событиям, чтобы это не было каким-либо образом заметно соглядатаем Мгм. оккупантов, и быть готовым к тому, что да, действительно, могут возрасти и репрессивные моменты. Ну и излюбленная российская вообще практика, которую они используют, это вывоз населения с оккупированных территорий, которые в ближайшей перспективе могут быть освобождены. То есть нужно тоже это прекрасно понимать, что выезжая на территорию России, вы можете больше никогда не вернуться в Украину. И тут следует все-таки понимать, лучше пересидеть в подвале весь этот период, Мгм. чем выехать под Магадан и больше никогда из этого солнечного теплого края не вернуться назад. Да, я крымским татарам, к сожалению, это известная из горькой истории из 1944 года, поэтому и крымские татары по сегодняшний день говорят о том, что они не собираются покидать свою землю. Ну и, кстати, то, что вы озвучили, также и говорили в постоянном представительстве президента Автономной Республики Крым. И вот что вас еще хотела спросить по этому поводу. Совсем недавно западная разведка сообщала о том, что Путин готовится к затяжной войне, а именно была озвучена цифра 3 или 4 года, если я не ошибаюсь, вы меня поправите. Скажите, вот по вашим наблюдениям, действительно ли это так? Действительно ли вот затягивание этого конфликта, оно выгодно Российской Федерации, и они делают все для того, чтобы эту историю растянуть на 3-4 года? Они были бы не против затяжной войны, это действительно так, но ресурса им для этого не хватит попросту. Мгм. У них нет необходимого для этого ресурса. Но тут есть несколько признаков, которые могут говорить о том, что Путин блефует, готовясь к затяжной войне. На сегодняшний день я все чаще, да и не только я, и другие аналитики, которые как бы наблюдают за тем, что появляется такое новенькое из вооружений в зоне боевых действий, мы все чаще подмечаем то, что там появляется все больше и больше советского образца техники, глубокого совка еще, периода Мгм. середины прошлого века, 20 века. А, Поначалу мы все прекрасно помним, это были танки Т-62, это были танки ПТ-76, единичные случаи, однако они были. Это гаубицы Д-1, это пушки С-60. Д-1 это вообще интереснейшая гаубица, она выпускалась с 1943 по 1949 год. Ну вот, О, опять-таки, да, Вторая мировая война. довольно старенький, да. Кстати, в основном их передавали вагнеровцы. Мгм. В основном вагнеровцы ими пользовались. Ну, то есть, кому не жалко. Разорвет ствол вместе со стрелками, та, хай так и будет. Так они 70 лет уже этим гаубицам, они норм Да, работают как да. бы? Ну, там катастрофическая усталость металла. Они-то стреляют-то стреляют, но там риски разрыва ствола в разы повышены. Да и плюс, помимо всего прочего, там довольно-таки специфические боеприпасы. Там есть тоже своя специфика. А, и с учетом, опять-таки, срока годности, ну, мягко говоря, инциденты там были. Что даже и не нужно было нашей артиллерии контрбатарейную борьбу вести. Ну и сейчас это уже БТР-50П появляется в зоне боевых действий. То есть, опять-таки, боевая машина 50-х годов, которая в 50-х годах, собственно, применялась. Это все говорит о том, что военно-промышленный комплекс Российской Федерации на сегодняшний день способен исключительно на снятие с консервации, с хранения техники, обслуживание ее, ремонт, в лучшем случае модернизация и отправку в зону боевых действий. И это все в лучшем случае. Поскольку вот, например, 6-я МСД
третьего армейского корпуса в Беларуси вообще получила технику, которая не прошла даже после расконсервации базового технического обслуживания. Ее привезли, они ее получили, а она не едет, не боеспособная. Мгм. Ремонтных бригад нет у 6 МСД 3 АК. И вот у них стоит эта техника, вроде бы штатно они ее получили, комплектацию подразделений, вроде бы подразделение укомплектовано, а техника не боеспособная. И эта ситуация лишь сейчас у них ухудшается. С каждым разом все больше и больше такой техники появляется в зоне боевых действий, что говорит о том, что насыщать необходимым количеством технической компоненты они не могут на сегодняшний день свои войска. Людской ресурс. Другой интересный момент. Если ты готовишься к затяжной войне, то ты должен позаботиться о том, чтобы у тебя был достаточно такой нескончаемый хотя бы, а людской ресурс. Но проблема как раз российского режима заключается в том, что они уже, по идее, в феврале должны были начинать мобилизацию, если они планируют продолжать в формате затяжной войны свои действия в Украине. Они уже должны были начать мобилизацию, поскольку это в принципе в среднем компенсация потерь ежемесячная до 50 тысяч Мгм. должна происходить. А если ты готовишься к затяжной войне, то ты должен сформировать дополнительно подразделение. Ударную группу, например, какую-то, или еще что-то. То есть еще один армейский корпус, например. То есть у тебя должна быть включена мобилизация от 50 до 100 тысяч в месяц. Ну, что-то похожее, то, что они начинали в прошлом году в сентябре. Частичная мобилизация, так называемая. Но они этого не делают. Поэтому у меня есть серьезные сомнения относительно того, что российский режим готов к затяжной войне. И даже если начнет переходить на формат затяжной войны, что он вообще ее потянет. Но, к примеру, опять-таки, в то время как российская армия получает все больше и больше старого советского вооружения и техники времен Второй мировой войны, украинская армия получает современную технику, которая не просто вышла из оборота и где-то на складах находилась, но она Мгм. достаточно качественная, она хорошая. Нет, мы не БУ получаем. Мы получаем технику, которая стоит на вооружении уже современных армий НАТО. М2 Брэдли – это именно тот БМП, который используется армией США. Страйкер – это тот БМП, который используется армией США. Рошель Сенатор – это те ББМ, это те бронеавтомобили, которые для полицейских миссий используются спецназом Канады и не только. То есть, опять-таки, Панзергаубиц 2000, Сау Цезарь, те же самые Леопард-2, Абрамсы, Челленджер-2. То есть мы получаем современную, качественную, высокотехничную, Мы, высокотехнологичную ж- технику. мы сейчас уже можем сказать, что преимущество, оно существенно ощущается на фронте. Пока еще нет. Мгм. Пока еще мы не можем говорить о каком-то дисбалансе. Намечается, вот если говорить как-то узкоспециализированно, например, по артиллерии, у нас есть преимущество в точности и в дальнобойности, но у нас нет достаточного количества. Мгм. У россиян пока еще большее количество стволов и большее количество выстрелов в сутки. Хотя количество их выстрелов в сутки, оно, ну, мягко говоря, из-за низкого качества, оно несопоставимо с результативностью от нашего количества выстрелов. Поэтому, опять-таки, здесь сейчас идет речь о качестве и количестве. Качественно мы преобладаем. Количественно, к сожалению, у российских оккупантов количественно пока еще превосходство. Мгм. Ну, совсем недавно, я не знаю, видели ли вы, к нам уже пришла первая партия «Леопардов-2», да, 4 танка, если не ошибаюсь, недавно к нам поступила, и, значит, лично их проинспектировал Не, ну как же, министр россияне их обороны уже Резников. подбили, Да, затрофеили, сожгли уже там. У них уже началась охота.
Да, и мы видим, как российская пропаганда, она, собственно, возможно, даже испугалась, когда они вроде с одной стороны говорят о том, что да, вот, мы там в войне, у нас преимущество, мы сильнее и круче, а с другой стороны как-то они очень нервно реагируют на то, что к нам поступает западное вооружение. Ну и не прекращается угроза, что они будут бить там по логистическим путям, откуда непосредственно поступает и это оружие. Но пока что этих ракетных ударов, которые были до Нового года, сейчас не наблюдается. Говорит ли это о том, что ракет у России все меньше? Нет, ракет у них все меньше не становится. Мгм. Тут следует тоже смотреть на это а, с широко открытыми глазами, скажем так. У них сейчас есть возможность накопления боекомплекта примерно 2-3, ну, примерно от 3 до 5 ракет в сутки. Накопление боекомплекта – это снятие с хранения, восстановление, а также производство, логистическая отправка именно на ту площадку, с которой она будет запускаться. То есть на 24 февраля у них был достаточный боекомплект для нанесения массированного ракетного удара, но они его не нанесли. Мгм. Кроме того, производственные мощности, и известно, что у них продолжают работать, ну, например, опытное конструкторское бюро «Новатор», которое производит калибры, у него есть возможности где-то в среднем в сутки, двое суток производить одну полноценную крылатую ракету «Калибр». На сегодняшний день они получили такую возможность, обеспечив себе контрабандно определенными запчастями, в том числе и микросхемами. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», это Королев, Московская область, они за февраль закрыли план по поставкам ракет, таких как Х-38М, Х-31ПМ, ну, где-то суммарно где-то 20 единиц. Кроме того, примерно где-то раз в неделю происходит выход крылатых ракет «Оникс» для 15-го БРБР, который находится в Крыму, отдельная бригада береговой обороны. Мгм. И фактически они имеют эту возможность на сегодня наносить удар, причем достаточно серьезный. С учетом накапливаемого боекомплекта этот удар может составлять от 60 до 100 ракет уже по состоянию на сегодня. А почему они его не наносят? Вот это главный такой, скажем, вопрос. Почему этого не происходит? Они его готовят для того, чтобы нанести какой-то более масштабный удар, ну, например, большим количеством ракет, чтобы как-то ощутилось. Вот мы нанесли удар по Украине 120 или 130 ракет. Или же они накапливают этот боекомплект для нескольких волн подряд, например, 70 по 70, 2 дня подряд по 70 ракет наносить удары. Или же они готовят для какой-то другой совершенно операции, которую сейчас планируют в Кремле. Мгм. В частности, есть опасения, что накопление этого ракетного боекомплекта, этого потенциала может быть, опять-таки, для нанесения ударов уже по Молдове. Дестабилизация Молдовы, наступление с территории Приднестровья Мгм. и наступление этих незаконных вооруженных формирований, которые есть в Приднестровье, будет поддерживаться вот такими вот массированными ударами по территории Молдовы. У Это Молдовы что, они ПВО могут, нет. кстати, придумать опять очередной какой-то казус белли и сказать, что Украина чуть ли уже не собирается нападать на Приднестровье, поэтому мы превентивно вот защищаем свою Они территорию. уже вторую неделю об этом говорят. Мгм. Они уже вторую неделю говорят о том, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье. Мгм. А вчера в Кишиневе прошла акция протеста, так называемая, пророссийской партии ШОР, которая вообще внесена в санкционный список. И эта акция чему была посвящена? Ну, конечно, против Майи Санду, а во вторую это акция за мир. Мгм. Майя Санду тянет Молдову в войну с Приднестровьем. Ну, типа, мы же все братья, тому подобное. Вот Майя Санду такая вот нацистка. То есть абсолютно совершенно не удивлюсь, если в ближайшее время на территории Приднестровья будет осуществлена какая-то инсценировка, которую, ну, скорее всего, проведут с целью обвинения либо вооруженных сил Украины, либо армии Молдовы. И будет громогласно объявлено о том, что действующая власть в Кишиневе, она нацистская,
Мгм. Значит, мы должны расширять нашу специальную военную операцию, так называемую, еще и на Молдову. И начнется вот эта вся история уже с свержением действующей власти в Молдове. Я вот И сейчас, ресурса, да, и ресурса, надо признать, им для этого хватит, если не будет помощи третьей стороны. я вот сейчас вас слушаю, и я понимаю, насколько за последнее время все-таки опошлили понятие мир. Когда за понятием мир нивелируется территориальная целостность той или другой страны, суверенитет, пытаются оправдывать убийство и геноцид другого народа. И совсем недавно, кстати, Китай представил свой так называемый мирный план по Украине, который, кстати говоря, он, я так понимаю, вины согласовал с Москвой, да, до представления этого плана, хотя с Киевом наверняка никто ничего не согласовывал. Как вам вообще этот мирный план? Можно ли его Да назвать никак. мирным планом? Да никак. Он вообще ни о чем. Ну, Китай пытается сейчас как-то играть определенную роль в геополитике, в мировой геополитике, опять-таки, а не в региональной. А основная тема уже больше года геополитическая – это Украина, война в Украине. Мгм. И Китай на протяжении 2022 года, ну, как-то особо в эту тему не погружался. Его не было особо видно. Да, он там делал какие-то заявления, там были определенные какие-то выступления относительно недопущения применения ядерного оружия. Но в целом говорить о том, что он ведет какую-то активную работу мирового уровня, нет, даже и близко. И в Пекине просто прекрасно понимают, что вот эта вот историческая фаза, она проходит мимо него. Си Цзиньпинь никаким образом не оставляет своего следа в ситуации, которая разворачивается прямо сейчас в Украине и которая является, ну, довольно-таки серьезным историческим, я бы сказал, прецедентом со времен Второй мировой войны. Ни одна другая страна за исторический период со времен Второй мировой войны, ни одна другая страна не терпела такого сокрушительного поражения в рамках полномасштабной войны, как сейчас терпит это сокрушительное поражение Россия. Мгм. Но Пекин своим мирным планом, он все-таки пытается как-то себе найти место, мягко говоря, под солнцем в этой войне, но не на той стороне. Он находится на стороне проигравших. И почему они пытаются подыгрывать России, если честно, мне непонятно в данном случае, поскольку Китай находится по отношению к России, ну, в основном в выигрышных позициях. России нечего предложить Китаю, а при этом Китай может требовать от России всего, чего захочет, и требовать ему, в принципе, ничего не нужно, потому что Россия сама ему это все отдает. Мгм. Поэтому политика очень странная, если честно. Ну, давайте спишем это на какой-то непонятный момент конфуцианства. А в целом, конечно, позиция Китая, мне кажется, если не изменится в ближайшее время, то он действительно в историю может войти не в самом лучшем свете, как человек, сам Си Цзиньпинь, как человек, поддержавший все-таки военного преступника. Мгм. Ну, кстати, очень хороший ответ, на мой взгляд, дал Нед Прайс, секретарь Белого дома, на мирный план Китая, который сказал, что хорошо, что Китай, в принципе, заговорил о суверенитете другого государства и другой страны, я так понимаю, намекая на их попытки давления на Тайвань. Ну что ж, посмотрим, как будут дальше развиваться события. А если говорить вообще, в принципе, о мирных переговорах, в принципе, о переговорах с Россией и так далее, недавно президент Украины Владимир Зеленский, кстати, вспомнив свой разговор с Реджепом Таyyипом Эрдоганом на своей пресс-конференции, сказал, что вначале он был готов к этим переговорам, и он сам просил Эрдогана, чтобы тот организовал встречу, а сейчас уже нет смысла проведения, в принципе, таких переговоров, такой встречи, о чем, в принципе, говорить с террористами. То есть сейчас все, я так понимаю, уже будет решаться на поле боя. Да, конечно. Границы 91 года никак иначе. А потом уже, когда будут границы 91 года, тогда уже поговорим о репарациях, о выдаче военных преступников, о послаблении, возможно, даже санкций по каким-то вопросам.
Но это все будет решаться исключительно только после выхода к границам 91 года, не раньше. А как вы, кстати, оценили выступление Путина совсем недавно, 24 февраля или 23 он выступал, и как вы понимаете его это заявление о том, что они приостанавливают свое участие в договоре по вопросу стратегического наступательного вооружения? Слабое, беспомощное заявление, которое само по себе не будет иметь абсолютно никаких последствий и тем более никаких действий со стороны России. Ну, Мгм. приостановили. Ну, договор ракет средней и малой дальности тоже уже несколько лет упразднен. Упразднен еще один. Хорошо, ну окей, что дальше? Они имеют сейчас техническую, технологическую возможность наращивать свой потенциал ядерный. Нет, у меня даже есть серьезные скепсис относительно того, что они способны даже сейчас это производить все хоть в каком-то количестве. Мгм. Сейчас Россия находится в ситуации, когда она эксплуатирует то наследие Советского Союза, которое безбожно уже устаревает и даже неприменимо к прямому использованию. Поэтому в данном случае, что до СНВ, это в первую очередь рефлексия. Рефлексия, конвульсия, назвать можно как угодно. Но какого-то эффекта оно иметь не будет. Хотя преследовал он, конечно же, цель продемонстрировать какую-то вот эту свою уверенность и элемент шантажа, ядерного шантажа, конечно Мгм. же. Но на этот ядерный шантаж уже все смотрят как, ну, на какую-то жалкую клоунаду. Так в таком случае, учитывая их нынешнее сложное положение, зачем еще втягивать в эту историю Молдову и Приднестровье? У них хватит на это вообще ресурсов? Ресурса хватит, если за Молдову не вступится какая-то третья сторона. А кто может Поскольку, вступиться за Молдову? ну, явно не страна НАТО, потому что все страны НАТО, они действуют исключительно по своему уставу. А там пятая статья все четко регламентирует. Даже Румыния не вступится за Молдову, если уж на то Мгм. пошло. Они тут не признали, что у них в воздушное пространство ракета зашла российская, а тут еще Да. они должны быть. Вот, потому что они должны были бы реагировать соответствующим образом на такую угрозу. А тут еще и нужно будет войска применять. Нет, конечно. А почему именно Молдова? Ну, потому что э, как прошло в России 24 февраля вообще? Они там вообще вспоминали, что у них там год назад произошло? Во что они ввязались, в чем они стали участвовать? Нет, они абсолютно об этом не вспоминали, они забыли об этом. Потому что вспоминать нечего. Это год позора для российской армии. Это год позора и тотального унижения. И этот позор и тотальное унижение будет и дальше расширяться масштабами своими. И им нужна какая-то победа срочно. Им срочно нужна какая-то победа и демонстрация того, что они еще что-то могут. Но в зоне боевых действий в Украине они не могут ровным счетом ничего. А где они могут это показать? Это, к сожалению, в Молдове. Маленькая, слабая страна, у которой армия не способна полноценно защитить республику. И именно на это и будет делаться ставка. Мгм. Поэтому угроза достаточно высока. И когда меня, вот, например, спрашивают, вот вы говорите, там, что они могут сейчас накапливать уже более 100 ракет, ну, как бы это, да нет, мы уже привыкли к тому, что они могут по нам нанести такой удар. 24 февраля было использовано по Украине больше 160 ракет. Мгм. Что, конец света наступил? Мы уже к этому привыкли, мы научились отбиваться. А вот Молдова, она не отобьется. Она вообще не отобьется. И вот именно этих процессов следует бояться больше не Киеву, а как раз Кишиневу. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагун, что нашли время, подключились к нам в ефір і ответили на наші вопроси. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку. Військовий та політичний оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. Чохсагун, до нових зустріч. Дякую.